Сотни обращений поступают в колл-центр программы «Диалог с народом». Операторы фиксируют все обращения, на которые уже в понедельник, 25 марта, ответит глава республики в прямом эфире НТРК «Ингушетия». Звонки и письменные обращения жителей региона касаются самых разных сфер жизнедеятельности, начиная от жилищных вопросов и заканчивая общественно-политической ситуацией. Так, жители селения Газиюрт сетуют на отсутствие автотранспорта в местной амбулатории. Жаридат Халухоева с подробностями. Пожалуй, одно из самых актуальных направлений в обращениях на диалог с народом – здравоохранение. Очередной звонок на эту тему в колл-центр программы поступил от Ахмедхана Муталиева. Он уже 15 лет борется с последствиями инсульта. У мужчины периодические приступы и скачущее давление. Без лекарственных средств и визита в дом терапевта не обходится ни один день. Вот только приезд врачей из местной амбулатории затрудняется отсутствием средства передвижения. Именно транспорт вопрос. Юрта деки вот хахиник хожи схи туадеч о некхабо издеч но звашта дол худат транспорт. So машина табу хат такси табу хат саханда дараз тоққу бу юрт инвалидиш. Дай постельный режим минуш позвоночник изде парализован бадыч. Та лура халда жеринда. Вот и сегодня Оксана Албогачиева вместе с дежурной медсестрой обходит своих подопечных. Чтобы добраться до больного, вызывают такси или обращаются в местную администрацию. Но зачастую приходится обходиться своими силами. Пациентам, которые живут поблизости от амбулатории, врачи просто добираются пешком. Например, к чете Костоевых. Супруги нуждаются в периодическом медицинском уходе. Когда есть возможность и силы, до амбулатории добираются сами. Но чаще всего Костоевым приходится вызывать врача на дом. На сегодняшний день в сельской амбулатории на учете состоят больше 2000 пациентов. Из них 740 – это дети. В обязанности врачей входят терапевтические и педиатрические патронажи, обслуживание инвалидов различных групп тяжести. О том, что такая пищая помощь может оказаться совсем не скорой, здесь стараются даже не думать. Это наша обязанность. Каждые 3 месяца проходить осмотр, проводить их патронажи на дому. Детей до месяца мы должны смотреть, осмотр проводить на дому, так как их нельзя, чтобы их приводили в амбулатории. Это должен делать на дому педиатр. Также мы созываем людей для диспансерного наблюдения, осмотров, для профилактических осмотров в амбулаторию. Но для этого мы все это проводим пешочком или на такси ездим. Или сами же больные присылают на машину, так мы к ним ездим. Местные жители надеются, что их обращение к главе региона не останется без внимания. И действительно, диалог с народом для многих жителей уже давно стал самой верной возможностью не просто донести свой вопрос до главы Ингушетии, но и решить его. Начиная с 15 марта в колл-центре бесперерывно работают телефонные линии. К очередному эфиру в центр приема звонков уже поступили десятки обращений. По звонкам можно судить о самых острых проблемах региона. Поступившие обращения касаются общественно-политической ситуации в регионе, проблем образования, земельных отношений, дорог, здравоохранения и не только. Сегодня поступило свыше 50 вопросов различного рода. Они связаны с жильем, с трудоустройством, проблемы социального характера, здравоохранения. К примеру, я хотела бы озвучить один вопрос Хамчиевой Мариам Соломбековны. Она проживает в аварийном доме, находится в сложной жизненной ситуации, просит помочь с улучшением жилья в виде стройматериала. Таких вопросов нам поступает очень много. На втором месте идет трудоустройство, ну и, конечно же, здравоохранение. Как показывает практика, пик вопросов приходится в канун диалога с народом. Звонки принимают круглосуточно по номеру 55 40 59. Чтобы не только рассказать о своей проблеме, но и показать наглядно, можно воспользоваться мессенджером WhatsApp по номеру, который вы видите на своих экранах. В обращении обязательно необходимо указать свои данные – имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Количество звонков и вопросов от одного человека не ограничены. Жаридат Халухоева, Асхаб Белакиев, Султан Булгучев, Новости 24.